из 200 тысяч фермеров сегодня только 5% имеет в среднем бухгалтеров. Можете представить? А что такое отмена единого земельного налога и перейти к упрощенке? Это фермер должен сдавать расчеты там ежеквартально, хотя нам Минфине говорят, что мы сделаем так, чтобы в год раз всего сдавали. Даже на такие готовы идти, как говорится, уступки. Но это не облегчает положение. Почему? Потому что сегодня при едином земельном налоге фермер один раз в год сдает отчет, и там всего одна цифра – единый земельный налог. Взято 0,1% земли, посчитали, и все на этом. А тут придется считать транспортный налог, придется считать имущество, налог на имущество. А раз считать, это нужен бухгалтер. Как вы считаете, с чем связано это? Вот, да, вот вы говорите, что на самом деле это накладно для фермеров, и не везде есть бухгалтера, и так долго их обучить. Для чего им тогда создавать проблемы для своих же вот сельхозпроизводителей? Ну, Минфин говорит о том, что они аргументируют в связи с общим декларированием. В связи вот с вступлением в ВТО якобы это вот необходимо. Я, допустим, сегодня до конца не вникал, как там на самом деле это вот такая необходимость. Если действительно завтра в ВТО такая необходимость будет, то, конечно, никуда не денемся, как они объясняют. Вторым моментом они считают, что будет пенсионное отчисление больше. На сегодняшний день якобы меньше пенсионных отчислений. Вот, ну, вот такие вот моменты. И третий момент объясняет тем, что будет рационально использоваться земля. Хотя это спорный момент. Мы неоднократно говорили, что от того, что мы увеличим налог, от того, что рациональная земля использоваться не будет. Это я однозначно говорю. Завтра время покажет. Вот. В их понятии, что вот если земельный налог подымут, то якобы она будет рационально использоваться. То есть якобы сегодня я плохо использую землю. И когда земельный налог резко подымут, и я, значит, который плохо занимается землей, или вынужден заниматься хорошо, или я отдам землю другому, который хорошо занимается. Вот их политика такая. Но я уверен в том, что это его не произойдет. Почему? Потому что сегодня те, которые занимаются землей, они занимаются нормально, хорошо. А нерационально используются те земли, над которыми сидят, вот их называют агашками. Вот они в Астане сидят, там в области сидят руководители там разных рангов. Они в свое время земли, значит, поимели, вот, и она как собака на сене не используется земля. Мы говорим, надо другие рычаги. Есть другие рычаги по изъятию этих земель. Но они другими рычагами не хотят заниматься, а именно хотят вот поднять налог на землю. Якобы при этом они, вот эти вот агашки, эти земли, из-за того, что налог там поднялся, придется много платить с кармана, и якобы они отдадут. Вот. А мы говорим, что я уверен в этом, не 99, а 100% они никогда эту землю не отдадут. Хлеб, молоко, мясо, основные продукты, овощи, фрукты, ну, я говорил, плодовые и ягодные культуры, которые мы, вот эти вот малый и средний бизнес производит до 70%. Сегодня этими вещами только малые и личные подсобные хозяйства занимаются. Сегодня крупные компании этими не занимаются. Сегодня, если анализ сделать, крупные компании, которые сеют и зерна больше там 60%, и кредиты они только берут, и льготы они только берут, они всего 5% производят вот это вот, чего я перечислил. И теперь, ведь в одночасье не может эти компании в одночасье производить эту продукцию. Это надо постепенный переход. В любом случае нужен постепенный переход.